Уже по доброй традиции июль начинается с подведения итогов Республиканского детского мультипликационного фестиваля «Чудеса кино», который в этом году проходит в 5-й раз. В этом году мы решили провести фестиваль на тему «Разные, но равные». То есть мультфильмы должны раскрывать тему инклюзии, что дети с инвалидностью, люди с инвалидностью все равны. Они могут рассказать о людях с инвалидностью, об успешных историях, сделать мульт о девочке, например, рассказать какую-то историю. В конкурсе приняло участие 8 детских студий. Анимационные работы представили из разных уголков Якутии. Дети уделили много времени на создание мультфильмов. Тема фестиваля имеет большое значение для участников. Посредством анимации они постарались передать все свои мысли и переживания, рассказать, что мы все равны. Лучшей работой фестиваля признан мультфильм Полины Слабинской «Я такой же, как все». В своем мультфильме девочка показала историю ребенка, передвигающегося с помощью инвалидной коляски. Гран-при фестиваля «Чудеса кино» 5-го юбилейного республиканского фестиваля «Славинская Полина». Я очень счастлива. Я вообще не ожидала получить гран-при. Когда услышала свое имя, я аж была в шоке. Я представила этот мультик про инвалида, про колясочника. Всех же их не замечают и говорят про них плохо, то, что не умеют они ходить. И вот решила сделать про колясочника мультик. И он пишет письмо: «Я хочу играть и смеяться, как все». Отправить письмо самолетиком. Подростки это читают и дружатся с ним. Самое главное – это участие. Не самое главное, что это победа. Самое главное – это участие. Лауреатом первой степени стала инклюзивная студия «Чудеса кино», город Якутск, за работу «Самая главная ошибка неба». Лауреатом второй степени – детский сад «Березка», село Чурапча, за работу «Мы просто другие». Всем участникам вручили дипломы финалистов и памятные подарки. Меня очень радует тот момент, что даже если у нас 8 участников, и они все из разных районов, нету повторяющихся таких студий, да, и за 5 лет мы провели очень много мастер-классов, очень много мероприятий, да, и то, что вот когда ежегодно идет фестиваль, да, люди уже готовятся, они уже знают, что есть такая студия мультипликации. Ну, именно в самом процессе изготовления дети учатся общаться, дети учатся познавать мир. И поэтому 5 лет мы достигли того, чтобы, наши участники сделали именно адресно, то есть точечно по теме. Вот, конечно, я этого не ожидала. Во время фестиваля конкурсанты и гости участвовали в различных мастер-классах и весело проводили время. Дети рисовали красивые узоры на деревянных рыбках, создавали цветные фантазии на водной поверхности в технике Эбро, с радостью играли с Человеком-пауком и Трансформером и управляли машинками, сконструированными в детском технопарке «Кванториум». Мы благодарим партнеров и спонсоров за активную поддержку и помощь в проведении праздника мультипликации.
8 июня в Якутске состоялся второй съезд социальных работников Якутии, посвященного столетию Российской социальной службы. В рамках этого значимого события состоялся торжественный вечер, объединивших людей благородных профессий со всей Якутии. В течение недели ветераны социальной сферы, внесшие огромный вклад в социальное развитие нашего края, представители органов и учреждений социальной защиты, пенсионного обеспечения, фонда социального страхования, занятости и медико-социальной экспертизы подготовили итоги своей работы, обсуждали проекты, введенные за последние 4 года, и обратили внимание на актуальные вопросы, которые все еще требуют решения. Съезд состоялся в торжественной обстановке и было произнесено много теплых и благопожеланий в адрес людям, которые полностью посвятили себя социальной службе. От имени общественных организаций, направленных на поддержку людей с инвалидностью и людей с ограниченными возможностями здоровья, выступил директор благотворительного фонда «Харысхал» Вера Душкевич. В настоящее время приоритетным направлением многих фондов является комплексная ранняя помощь детям. Вера Петровна поддержала искреннюю инициативу социальных работников Якутии. Хотелось бы сказать именно слова благодарности территориальным органам социальной защиты, что они на местах работают с нашими общественными организациями. И также хотела бы особую благодарность сказать всем именно Министерству труда и социального развития, также фонду социального страхования, также медико-социальной экспертизы, с которыми мы очень в тесном контакте работаем и реализуем социальные проекты. Без их участия наши проекты, они невозможны. И когда государственные органы, общественники и еще бизнес-структуры подключаются в решении какой-то социальной проблемы, тут уже решение может. В подарок участникам съезда фонд «Харысхал» подготовил музыкальный номер. Юные актеры инклюзивного театра «Маленький принц» и сотрудники благотворительного фонда «Харысхал» исполнили песню «Жить» на языке жестов. В своем труде «Поучение детям», составленном в XII веке князем Владимиром, записано: «Не забывайте бедных, кормите их, будьте отцами сирот, не оставляйте больных, чтите старых людей, как отцов». Благотворительные традиции, заложенные князем, получили дальнейшее развитие в лице государственных и общественных деятелей. Система социальной защиты в Якутской области развивалась параллельно с системой социальной защиты в России, пик которой пришелся на начало столетия. В 1918 году Совнарком положил начало созданию государственной системы социального обеспечения в постреволюционной России. Через 2 года организовали губернский отдел труда и социального обеспечения. В 1947 году на территории Якутии начало работу Министерство социального обеспечения Якутской АССР. В 90-е годы министерство стало именоваться Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Якутии. Позже Министерство труда и социального развития Республики Саха-Якутия. В 1993 году был создан Департамент пенсионной службы Якутии. Сегодня социальная служба Якутии представлена федеральными и республиканскими учреждениями. Они занимаются работой со следующими категориями населения: люди с инвалидностью, люди с ограниченными возможностями здоровья, многодетные семьи, сироты, несовершеннолетние, работающие и безработные, пенсионеры и многие другие. В состав социальной службы России на территории Якутии входят Министерство труда и социального развития Республики Саха-Якутия,
Пенсионный фонд России, региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Саха-Якутия, Государственный комитет Республики Саха-Якутия по занятости населения, Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Саха-Якутия. В структуре социальной службы России на территории Якутии работают около 6500 человек, обслуживающих все население от рождения до глубокой старости. В настоящее время продолжают реализовываться заложенные работы первооснователей социальной службы в России. И продолжается работа над формированием новых направлений и моделей, опережающих социальное развитие. Как озвучил в своем послании президент России Владимир Путин, мы должны решить одну из ключевых задач на предстоящие десятилетия – обеспечить уверенный, долгосрочный рост реальных доходов граждан, а за 6 лет как минимум вдвое снизить уровень бедности. Правительство готовит специальную программу системной поддержки и повышения качества жизни людей старшего поколения и повышает качество медицинского и социального обслуживания пожилых людей, помочь тем, кто одинок и оказался в сложной жизненной ситуации. Спустя 9 веков труд поучения детям киевского князя Владимира до сих пор является главным принципом работы социальной службы России, ставшим отправной точкой становления социальной службы в России.